Здравствуйте, ребята, с вами я, Эльмира Ринатовна, и мы продолжаем работать с координатами точки, которая делит отрезок в данном отношении. Мы с вами разобрали данные формулы. На одном практическом занятии мы научились применять эти формулы, но в задаче всегда у нас, в условии задачи у нас постоянно меняются какие-то данные. И в этом случае нам нужно понимать, что меняется, и опять же, как подставлять и работать с этими формулами. Еще раз, когда мы с вами разбирали формулы, я вам писала координаты каждой точки через x и внизу записывала индекс. А индекс – это название самой точки. То есть если была точка А, то координатами этой точки служили x, я подписывала А, и y тоже А. Ну, соответственно, если точка Б, то у него были координаты xb, yb. Но, опять же, хочу обратить ваше внимание, что все-таки мы же должны записывать это в общем виде, и в общем виде наша формула имеет следующий вид. То есть, если вы в каких-нибудь ресурсах, в учебниках увидите формулу x равно x1 плюс лямбда умножить на x2 разделить на единица плюс лямбда, и y равно y1 плюс лямбда y2 разделить на единица плюс лямбда, не говорите, что это разные формулы. Это абсолютно одинаковые формулы. Просто. Почему я не дала формулу именно в таком виде? Потому что вы каждый раз путаете, что такое x1, что такое x2, что такое просто x. Но я вам запишу, что для этой формулы, то есть если мы ее применяем в таком виде, то точка А имеет координаты x1, y1, точка Б имеет координаты x2, y2. Соответственно, точка, которая делит отрезок АБ в каком-то отношении, какая-то точка С, имеет координаты x, y. Вот и все. Ну, а теперь мы решим с вами задачу. Причем будем не напрямую применять, вернее, мы будем применять, естественно, эту же формулу, потому что других формул нет. Единственное, мы будем искать другой компонент из этой формулы. Задача звучит так. Точка P делит отрезок DH в отношении 2. И нам нужно найти координаты точки H. Еще раз. Точка P делит отрезок DH в отношении равным 2. Нам нужно найти координаты точки H. Записываем для себя это условие. То есть сначала мы переносим. Итак, какой у нас отрезок? DH. Поэтому я пишу DH – это отрезок. Точка точка P делит этот отрезок. То есть мы представили, есть какой-то отрезок DH. Какая-то есть точка P, которая делит этот отрезок в отношении равное 2. То есть по-другому DP у меня относится, обратите внимание, я иду от начала отрезка. Мне говорят DH. Следовательно, я записываю. DP относится к PH так же, как 2 относится к 1, ну или просто двойка. А теперь нам нужно найти координаты точки H. Теперь нам нужно найти. Если у D у меня координаты 2, 4, а у P у меня координаты 8 третьих и 2. Обратите внимание, опять же, я записала, что мне нужно найти координаты точки H. Но как я могу их записать? Я их могу записать только через x, y. И вот здесь вот у вас начинается непонимание, недопонимание. Ну, опять эту формулу использовать? Да, конечно, нужно использовать эту формулу, но что и вместо чего нужно подставлять? Обратите внимание, я вам не зря нарисовал. Сделайте на черновике где-то этот рисунок. Мы понимаем, что точка P у нас имеет вот эти координаты x и координату вот эту вот y, вот эту координату. А тогда x1 и x2 это координаты D и H. Тогда получается, я могу подписать, что нам нужно найти x2, y2. Это я для себя подписываю, для того, чтобы не запутаться. И что у меня получается? Тогда вот эти координаты у P у меня известны, а мне нужно найти координаты x2, y2. И
после того, как я разобралась, то есть внимательно понимайте, о чем, вернее, что вам дано в этой задаче, какое дано условие. Потому что не всегда в прямом порядке мы используем формулу. Мы же можем находить какие-то другие элементы, правильно? Ну а теперь мы разобрались, что точка P имеет координаты x и имеет координаты y, которые равны. Координата по x равна 8 третьих, а координата по y равна 2. А нам нужно найти координаты x2 и y2. То есть для того, чтобы каждый раз не обращаться и не думать, какая там была координата, запоминайте. Координаты первой точки мы прибавляем лямбда, умноженное на координату второй точки. И это все мы должны разделить на единица плюс лямбда. И это будет координата той точки, которая делит данный отрезок в отношении. Ну а теперь я записываю. То есть у меня P разделила этот отрезок. Следовательно, я записываю 8 третьих равно. Вот, вместо x я подставляю 8 третьих. Затем я записываю остальное. x1, понимаю, что у меня отрезок DH, следовательно, координаты точки D это будет x1, y1. То есть я пишу 2 плюс лямбда, чему у меня равна. Вот это вот число, это и есть лямбда, поэтому не мучайтесь, не ищите ее, не выдумывайте. Это и есть лямбда, поэтому пишу 2 умножить. А вот координаты точки H у меня нету, поэтому я пишу x2 разделить. Единица плюс лямбда, это 2. Аналогично я сразу же записываю координаты по y. То есть 2 равно y1, 4. 4 плюс 2 умножить. Координаты по h мне неизвестны, разделить на единицу плюс 2. Осталось просто найти неизвестную переменную y2 и x2. Что мы с вами и сделаем. 8 я умножаю на 3, это будет 24, равно 3 умножить на 2, это будет 6, плюс 3 умножить, это будет 6х2. В результате мы получим 24 минус 6, это будет 18, 6х2. То есть x2 у меня будет равно 3. x2 это координата точки H. То есть я сюда записываю троечку. То же самое относительно y. 2 умножить на 3, это получается 6, равно 4 плюс 2y2. И в результате у меня получается 2y2 равно 2. Отсюда y2 равно единице. Записываю ответ. Координаты у точки H это 3 и 1. Все, больше ничего делать не надо. То есть не выдумайте, просто внимательно посмотрите на условия, определите те компоненты, те элементы, которые вам известны, и пользуйтесь формулами, у вас все получится. Конечно же, задачи на деление в данном отношении не ограничиваются просто нахождением данной точки. Они нам пригодятся и в других задачах, и в других геометрических задачах. Такую задачу мы с вами разберем на следующем уроке. А на сегодня занятие подошло к концу. До свидания, до новых встреч.